На несколько часов Дом дружбы народов имени Кулаковского стал, пожалуй, самым охраняемым в Якутске объектом. В его зале собрались сотни полицейских со всей республики, чтобы поддержать своих коллег в финале конкурса «Краса полиции Якутии-2015». Напомним, что от иных конкурсов красоты он отличается кардинально. Здесь оценивается не внешняя красота девушки, а ее профессионализм, физическая подготовка и творческий потенциал. За звание боролись 15 сотрудников органов внутренних дел. Чтобы получить титул и заветную корону, изготовленную по специальному эскизу в ювелирном салоне КРГ, пришлось изрядно постараться. Первый этап конкурса состоялся еще 17 февраля. Девушки соревновались в стрельбе, рукопашном бое и других профильных дисциплинах. Как оказалось, для участниц это было не так сложно, а вот выступить на сцене и эффектно представить себя и свой отдел – дело не из легких. За кулисами девушки признались, что волнение им не чуждо, ведь в обычной службе сотрудницы не избалованы вспышками фото и видеокамер. Самочувствие отличное. Бодрый дух. Волнуешься перед каждым выходом, потому что для нас это непривычно выходить на сцену и показывать себя здесь. А так, в принципе, держим себя в руках нормально. А в первый раз участвуете вообще в конкурсе красоты? Да, конечно, первый раз сегодня. А как оцениваете свои шансы? Я думаю, что тут каждая девочка оценивает свои шансы на достаточно высоком уровне. Победить может каждая. Любой конкурс красоты начинается с визитной карточки, но леди в погонах уже здесь удивили публику, подойдя к делу гораздо оригинальнее, чем это бывает на обычных конкурсах красоты. Одни рассказывали о себе и своей работе в стихотворной форме, кто-то подготовил целый концертный номер, а другие – короткие видеоролики. В каждом один день из жизни участницы. Публика же была просто в восторге от визитки Елены Чемизовой, видеоролик, который был полон самоиронии и житейского юмора. Самым ярким оказался творческий конкурс «Калейдоскоп талантов». Здесь жюри пришлось поломать голову, ведь каждая конкурсантка была просто блистательна. Если это был танец, то на уровне профессионального мастерства, а если пение, то любая звезда эстрады позавидовала бы таким вокальным данным участниц. А стихотворение Юлии Друниной «Зинка» в исполнении майора полиции Марины Безяевой никого не оставил равнодушным. Знаешь, Юлька, я против грусти, но сегодня она не в счет. Отогрелись мы еле-еле, вдруг приказ выступать вперед. Снова рядом в сырой шинели светлокосый солдат идет. С каждым днем становилось горше, шли без митингов и знамен. В окружение попал под Оршей наш потрепанный батальон. В этот вечер сотрудницы сменили свои погоны на вечерние наряды и национальные костюмы, представ перед строгим жюри в образе настоящих принцесс. Почетных гостей в этот вечер было немало. Среди них глава Якутии Егор Борисов, министр внутренних дел по республике Владимир Прокопенко и руководитель администрации главы республики и правительства республики Юрий Куприянов, который, как признался, 23 февраля собирался уехать на рыбалку, но пришлось изменить планы и посетить конкурс красоты, о чем, собственно, он не пожалел. Сегодня с утра, когда пригласили, я хочу сказать огромное спасибо всем красавицам, которые испортили наш праздник. Я с утра хотел ехать на рыбалку, но пришлось приехать на этот праздник. Я министру сказал, что такие краса полиции все-таки надо делать 8 марта. Все согласны? И подарки больше будут, дороже будет, и народу больше будет. Обязательно в следующий конкурс мы присоединимся, чтобы был 8 марта. В кульминации вечера, когда жюри удалилось на голосование, люди в погонах доказали, что они не только профессионалы своего дела, но и обладатели блестящих вокальных данных и виртуозной игры на музыкальных инструментах. Награждение – самый волнительный момент. Количество номинаций равно количеству конкурсанток. По единогласному мнению судей, оценивать девушек было очень нелегко. Тут и внешние данные, и профессиональное мастерство налицо, а творческий потенциал беспределен. В итоге титул «Первая краса полиции Якутии» и «Мисс зрительских симпатий» достался участнице номер 9, специалисту ОМПО ОРЛС ММУ МВД РФ Якутская, младшему лейтенанту внутренней службы Марии Никоновой. Второй красой полиции Якутии и «Мисс Интернет» стала участница номер 11, инспектор направления по исполнению административного законодательства ОМВД России по Ленскому району, майор полиции Марина Безяева.
Когда на сцене осталась всего одна девушка, не отмеченная номинациями, решение жюри стало очевидным. Корона досталась участнице под номером 4, начальнику отделения психологической работы ОМПО УРЛС МВД по республике, майору внутренней службы Светлане Наумовой. Ой, очень волнение, все внутри трепещет, очень волнительный момент, ну, конечно же, момент радости, очень вообще. Я хотела этого, естественно, как говорится, каждая девушка этого хотела, но я не думала, что я буду красой полиции. Я никак не ожидала. Я никак не ожидала, да, что я буду красой полиции. Все девочки выступили на достойном уровне. Все говорили, что жалко, что мы не видели, конечно, но в конкурсе «Талант» и в конкурсе «Визитка» были у всех шикарные номера, шикарные выступления. Все готовились действительно. Вот, поэтому я рада, конечно. Моему волнению нет предела. Девушек осыпали дорогими подарками, а цветов, которые им дарили родные и коллеги, хватило бы на собственную оранжерею. Министр Владимир Прокопенко заявил, что первый конкурс красоты среди девушек в погонах не последний. Мы будем продолжать, и уже с учетом небольших ошибочек, которые сегодня они профессионально видны, поэтому, конечно, будем только совершенствовать и в дальнейшем работать над этим. В завершении коллективное фото, которое будет напоминать сотрудницам, что в буднях полицейского есть место не только подвигу. Надежда Ефимова, Николай Необутов, Иван Тайтонов, ЕСЯ.